Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Уголовное дело возбудили в отношении производителя антисептика, от отравления которым скончались 7 якутян. На трудовой пост заступили 12 сотрудников Алданского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который в апреле закрылся на карантин. Амгинцы поддержали республиканскую акцию «Коробка храбрости». Помочь детям вызвались жители, предприниматели и районная администрация. Прокуратура Якутии организовала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в селе Бердигистяк Горного района. Ранее мы уже сообщали, что сегодня ранним утром поступило сообщение о возгорании. Дом 11-квартирный 2009 года постройки. Огнем было охвачено 288 квадратных метров. Горела кровля и 2 квартиры. В пресс-службе МЧС сообщили, что для проживающих развернут пункт временного размещения на 40 человек в спортзале села. По состоянию на 7:38 утра по местному времени пожар ликвидирован. Погиб 1 человек. Дело взято на контроль прокуратуры региона. Дом 2009 года постройки. Сейчас 7 семей с детьми, с 3-2 детьми размещены по родственникам. В пункте временного размещения сейчас находится 3 человек. Все находящиеся в временном пункте обеспечены горячим питанием. И на сегодняшний день ведется работа по оказанию вещами первой необходимости и материальной помощи. Остро стоит вопрос Острый вопрос стоит об обеспечении жильем, потому что у нас маневренного фонда как таковых нету. Но, как говорится, будем помогать, чем можем. Также стало известно о пожаре в кооперативном гараже ГЭК «Радуга» города Нерюнгри. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения произошло обрушение конструкции 2 гаражей. В результате пожара огнем поврежден автомобиль и домашнее имущество внутри гаража номер 16 на общей площади 6 квадратных метров, а также обрушение конструкций гаражей номер 15 и 16. К сожалению, 1 человек погиб. На ликвидацию происшествия было задействовано 17 человек личного состава и 5 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России. Теперь об эпидобстановке. За минувшие сутки на территории Якутии зарегистрировали 244 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 50 носителей. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина в ходе брифинга. Из 244 в Якутске выявлено 117 случаев, в Алекминском районе 27. В психоневрологическом диспансере идет усиление по дезинфекции и локализации группового очага. По 8 и 7 случаев зарегистрировано в Сунтарском и Вилюйском районах. В остальных районах от 1 до 6 заболевших. В Усьмайском районе заболела группа людей из-за совместного мероприятия. Летальных исходов от COVID-19 за сутки 2. Мы прекрасно понимаем, что действительно достаточно сложно какие-то определенного рода мероприятия, которые в жизни вашей происходят, проводить с меньшим количеством народа. Но тем не менее в ряде районов, таком как Усьмайском, зарегистрирован вновь групповой случай, связан с совместным семейным мероприятием. На что обращаю особое внимание, и особенно не только на Усьмайский район, а в целом на организацию различного рода семейных мероприятий везде. В регионе продолжают проверять торговые и промышленные объекты на предмет соблюдения санитарных норм. О результатах рейда в ходе брифинга рассказал зампред правительства Якутии Михаил Никифоров. Всего в период с 16 по 22 ноября, то есть за прошедшую неделю, по всей республике проведено 741 выездных рейдов. Выдано органами Роспотребнадзора 49 предостережений и 19 предписаний. Составлено всего 32 актов комиссионного осмотра, 6 определений, 28 протоколов об административном правонарушении. Всего 91 административное дело направлено на суд. Рассмотрено судом 83 дела, проведено 318 профилактических бесед. В том числе я хотел бы отметить в городском округе города Якутска административной комиссией со сводной группой оперштаба города Якутска и Министерством предпринимательства Республики Саха-Якутия проведено 213 выездных проверок.
Содержание метанола в антисептике, которым отравили жители Якутии, превышен в 20 раз. В Свердловской области озвучили результаты лабораторных исследований кожного средства для обработки рук. Содержание метилового спирта составляет от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%. Кроме того, в нарушении закона на этикетке не указан истинный состав продукции. На ней написано 70% спирта, без уточнения, какого именно. Территориальными отделениями управления Роспотребнадзора ведется работа по выявлению точек реализации опасного антисептика и изъятию его из оборота. Согласно этикетке, средство для рук «Антисептс» было произведено в Свердловской области, в поселке Октябрьский, ИП «Калинин АВ». Необходимо обратить внимание, что товар должен быть снят с полок наших магазинов, изъят, а также он должен быть изъят из употребления, именно использования в учреждениях образования, в иных учреждениях, которые закупали этот антисептик. Роспотребнадзор сегодня на оперативном штабе у главы определил, в общем-то, и название антисептика, и производителя. Главный санитарный врач по республике Саха-Якутия Маргарита Егоровна определила, что ее коллеги возбудили уголовное дело в Свердловской области относительно производителя этого антисептика. На трудовой пост заступили 12 сотрудников Алданского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который в апреле этого года закрылся на карантин. Их дежурство рассчитано на 21 день, и это уже 9-я по счету бригада. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Сдав смену, сотрудники Алданского межулусного дома-интерната для престарелых и инвалидов поселка Ленинский отправляются домой. Дежурство их длилось более месяца. Смену мы сдали на отлично, можно сказать. Мы работали на кухне, все у нас в порядке. Проживающие тоже все довольны. Очень повысилось, опять сильно пошло вверх все заболевание. И нас маленько задержали на 2 недели. Режим полной самоизоляции в социальных учреждениях Алданского района был введен 10 апреля. Посещение проживающих исключены, запрещены и прогулки. От 10 до 12 сотрудников находятся в интернате круглосуточно в течение 3 недель. Однако последняя смена была продлена на 14 дней. 35 дней мы отстояли, все хорошо. Девчонки сдали анализы, все, слава богу, отрицательные. Смена заступила. И дай бог, что наши проживающие все здоровы. Трудовой пост работники покидают по очереди через запасной выход. Пересечения со сменщиками исключены. Заступающие на смену коллеги в интернат попадают через центральный вход. Вещи взяли и хорошее настроение для работы. Настроение ничего, проживающие, думаю, в добром здравии. Сейчас приму смену и узнаем, как обстоит обстановка. Вроде никаких не было. Накануне заступления на рабочие места сотрудники в обязательном порядке сдают анализы на COVID-19. Пересмена в Ленинском доме-интернате проходит в 9-й раз. Заходим мы, лично я уже 4-й раз. Настроение отличное, соскучились по проживающим. В Ленинском доме-интернате проживают 55 человек. К жестким ограничениям люди постепенно привыкли. В теплое время года было сложнее. Невозможность выйти на улицу оборачивалась нарастающим напряжением. Конечно, устали, им же погулять хочется. Уже вроде бы как привыкли, понимают, знают, что такое, что у нас такое в стране творится. Нахождение в замкнутом пространстве и недостаток общения являются наиболее труднопереносимыми ограничениями. В остальном всем необходимым проживающие обеспечены. Лечебно-укрепляющие процедуры проводятся в полном объеме. Татьяна Вахнина, поселок Ленинский, Алданский район. В правительстве решили ликвидировать 8 структур в рамках реформы институтов развития. Об этом сообщили в медиахолдинге РБК. Ликвидировать планируют Фонд развития моногородов, Акционерное общество «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий и Агентство по технологическому развитию. Как утверждается, в число ликвидируемых организаций также вошли 3 структуры, отвечающие за развитие Дальневосточного региона. Глава Минвостокразвития Алексей Чинкунов в комментарии подчеркнул, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранятся. Планируется, что часть функций упраздненных институтов передадут в web.rf. Также на базе этой госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.
Администрация Амгинского района и местное отделение одной из партий присоединились к республиканской акции «Коробка храбрости». В течение недели на 3 пунктах собирали игрушки в дар детям, которые сейчас проходят лечение в больнице. За эти дни было собрано немало. Это развивающие игры, детская мебель, одежда. Акцию поддержали предприятия района, а также жители Амги. Мы всегда очень рады такой помощи, подаркам. Ну, дети рады, да, конечно, всегда бывает. Это как поддержка. Вообще хорошо придумали. Я не знаю, кто-то придумал в первый раз, да. Но вот именно храбрости не хватает ребятишкам. И очень здорово поддержка, когда вот именно берутся анализы или делаются уколы. И вот получает ребенок игрушечку. Очень приятно. Жители и гости столицы республики могут посетить фотовыставку памятных монет Банка России, посвященные 75-й годовщине Великой Победы. Экспозиция размещена в Музее «Россия. Моя история». Среди экспонатов представлены фото редких юбилейных монет, посвященные 50-летию разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом, 60-летию Победы на Волге, 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Сталинградской битве и Параду Победы в 1945 году. Как отмечают инициаторы выставки, представленные экспонаты не только познакомят якутян с историей и особенностями обращения монет, но также позволят сохранить память о героическом подвиге наших предков. Выставка продлится до конца декабря, а посетить ее можно с 10 до 19 часов со вторника по субботу. Настоящая выставка подготовлена по предложению Центрального банка Российской Федерации, представлена в большинстве регионов Российской Федерации. В этом году мы чествуем 75-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.